Собрала сильнейших шахматистов страны. 31 марта стартовал Кубок главы республики. В этом году в программе соревнований 3 турнира всероссийского уровня. Расширилась и география. Турнир по блицу, с которого начался Кубок, прошел в районном центре Хангаласского улуса, городе Покровске. Победу там одержал опытный игрок, гроссмейстер Игорь Лысый, защищающий честь Челябинской области. Один из факторов моего вчерашнего успеха в блиц – это то, что я не встретился с вашими сильнейшими молодыми шахматистами, с Жирковым и Чумаевским. Может, вот я поэтому блиц выиграл, но наверняка это у меня еще ждет тут за 2 турнира. С опаской я буду играть рапид, потому что недавно играл в Барнауле на этапах Кубка России тоже по блицу и быстрым шахматам, и там тоже все начиналось с блица, который я выиграл, а потом в быстрый я играл ужасно и занял 7-е место. В турнирной таблице покровских соревнований неожиданно можно было найти имя Владимира Егорова. Президент Федерации шахмат республики, чаще находящийся в организаторской тени, не только словом, но и делом показал свою любовь к самому интеллектуальному виду спорта. Как раз у меня такая возможность выпала, поскольку мы оказались в Покровске, собственно говоря, рабочие дела меня не отвлекали, можно сказать, почти, ну, кроме там электронной почты там, и некоторых таких срочных вопросов, да. Поэтому я решил тоже сыграть, как говорится, как говорят, давненько не брал в руки шашек, говорят, да, но тут я давненько не брал в руки шахмат, и, конечно же, оказалось достаточно сложно. Я проиграл нескольким юным шахматистам и даже шахматисткам, даже самой юной, как я понял, да. Вот. Но некоторые партии получились, и в итоге набрал 5 очков из 13. Ну, для человека, который лишь эпизодически играет в шахматы, ну, в принципе, нормально. Второй этап Кубка, турнир по рапиду, состоялся в столице республики. Судить о престижности соревнований можно по составу участников. За право взойти на пьедестал почета состязались 9 гроссмейстеров. Женщина среди них всего одна, зато какая. Двукратная победительница шахматной олимпиады и вице-чемпионка мира Наталья Погонина. Здесь очень много сильных игроков. В основном это мужчины сильные, я тут женщина затесалась из гроссмейстеров, но явно будет очень такая серьезная напряженная борьба. Я хотела бы отметить, что у вас очень хорошие девушки сейчас, очень здорово играют и показывают результаты, молодцы. Такой вот хорошей девушкой можно назвать Анастасию Каплич, представляющую Хангаласский улус. Анастасия – обладательница скромного 2-го юношеского разряда, но она уже может похвастаться успехами. В Покровске юная шахматистка сыграла в ничью с тем самым гроссмейстером Игорем Лысым. Это очень спонтанно получилось, неожиданно, очень приятно. 2 дня, 11 туров, и лучшим в быстрых шахматах становится Никита Афанасьев из Краснодарского края. Да, я очень хорошо стартовал, 4,5 из 5, но надо признать, что в какой-то момент сильно повезло, когда играл с Игорем Лысым в 5-м туре. В какой-то момент он мог легко выиграть, буквально в 1 ход, но во взаимном цейтноте повезло, он ошибся, и через 3-4 хода, наоборот, я уже выиграл. А 4 апреля в стенах Национального художественного музея стартовал самый ожидаемый этап – кульминация Кубка главы, соревнования по классическим шахматам. В числе фаворитов – победитель Кубка России прошлого года Вадим Звягинцев. Ну, я никогда раньше не был ни в Якутии, ни в Якутске. Здесь, конечно, одна из самых лучших организаций Кубка России, особенно то, что он проходит в замечательном художественном музее. Это для меня особенно приятно в таком месте, очень приятно играть. И прежде всего я жду от себя интересной игры. Тут даже главное это не результат, а в таком месте очень приятно просто вот играть в шахматы, можно сказать, для удовольствия. Проведение такого масштабного турнира дает большой толчок развитию шахматного спорта республики. Подтверждают это и эксперты мирового уровня. Есть возможность, реальная возможность талантливым якутским шахматистам выполнить нормы мастера спорта России. Мастера спорта России, значит, что, в общем-то, в стране достаточно редко это можно сделать. Значит, вот на этапах Кубка, значит, на высших лигах это можно сделать. Вот как раз этап
данный этап и данный Кубок главы, он дает такое право. Это, прежде всего, кроме рейтинга, игроки могут получить звание. Шахматы в Якутии развиваются действительно семимильными шагами, и уже есть ощутимые результаты. В этом году, вот буквально 2 месяца назад, завершилось детское первенство России, которое по традиции собирает лучших шахматистов со всей страны. В этом году представители 82 субъектов, это почти больше 1000 участников было. И как раз вот девочка из Якутии стала чемпионкой России впервые, кстати говоря, в истории якутских шахмат. Ту самую девочку зовут Валерия Слепцова. Конечно, она не могла пропустить самое крупное соревнование по шахматам, проводимое в регионе. В «Рапиде» и «Блице» Валерия заняла почетное 3-е место. Думаю, что я тоже среди девушек хотя бы 2-е займу, потому что тут уже конкуренции такой сильно нету, да и времени подумать тоже будет больше. Я хочу сыграть с Киселевой Эммой, которая тоже играет в моей группе до 18 лет. Мне просто интересно с ней сыграть. В прошлом году она заняла 1-е место, и на Дитязи, когда я играла, я ей, видно, проиграла. Ни одного Кубка главы Якутии не пропустил спортсмен из Мирнинского района Владислав Томский. В прошедших турнирах ему не удалось войти в 3-ку лидеров, но, как признается сам Владислав, увереннее всего он чувствует себя именно в классических шахматах. За последнее время шахматы в Якутии очень сильно продвинулись благодаря как раз-таки этому турниру. Классические шахматы, мне кажется, для многих шахматистов самая комфортная комфортная категория, где партия кажется гораздо интереснее, нежели чем в быстрых контролях. Я выложусь на максимум и постараюсь показать хорошую игру. Целую неделю шахматисты провели в интеллектуальных схватках. Даже в последний день интрига сохранялась. Кто же возглавит турнирную таблицу в самом престижном соревновании? Золотую медаль в родную Москву увез Вадим Звягинцев. Турнир оказался очень напряженным. До самого последнего тура было совершенно непонятно, кто победит. Очень многие шахматисты имели шансы на 1-е место. Игра сегодня сложилась довольно удачно для меня, потому что в хорошей позиции мой соперник допустил невынужденную ошибку, и мне удалось победить. Но даже это никоим образом не означало, что турнир я выигрываю, потому что тут решают дополнительные показатели, а они зависят от других партий. Хороший шанс на победу имели Сергей Викторович Волков и Игорь Ильич Лысый, но так обстоятельства сложились, что дополнительные показатели в итоге оказались в мою пользу. Достойно в игре себя показала и молодая плеяда якутских шахматистов. Наша молодежь, особенно я бы отметил Альберта Постникова, 10-классника из Якутска, выступили очень хорошо. Альберт сыграл с 4 гроссмейстерами, уступил только одному. Получается, с 3 из них он сыграл ничью. Сегодня он играл с очень опытным международным мастером, практически гроссмейстером из Новосибирской области. И, можно сказать, практически переиграл его. Оставалось сделать в конце буквально нескольких точных ходов, и тогда бы Алик уже вошел бы в эту 4-ку лидеров. Но, к сожалению, в самом конце он один нюанс не заметил и, соответственно, оказался на 8-м месте. Но это тоже очень почетно, оказаться вместе с обладателями высших шахматных званий в одном ряду. И он стал лучшим нашим якутским шахматистом. Обладателем гран-при по итогам всех 3 турниров, проводившихся в рамках Кубка, стал Никита Афанасьев. В награду гроссмейстер получил самый большой чорон с подписью Айсена Николаева. На самом деле это очень неожиданно, что удалось в общем зачете взять 1-е место. Когда я закончил свою партию, я сразу по привычке пошел смотреть партии соперников своих в прошлых турах. Все-таки от этого Бугольц зависит, это первый дополнительный показатель, после очков, разумеется. Да, они стояли так, достаточно сомнительно, как мне показалось. То есть я так ожидал, наверное, место пониже немного занять, наверное, 8-е примерно. Кубок главы обозначают Якутию на карте России как значимый шахматный регион. Такие соревнования еще и колоссальный стимул для развития молодого поколения спортсменов. Не за горами исполнение заветной мечты всего шахматного сообщества республики – появление 1-го международного гроссмейстера родом из Якутии.